Здравствуй, Алексей Егорович. Добрый день, Юрий Александрович. Мы даже, может, немножко и на «ты» будем говорить, потому что мы давно знакомы. И сегодняшняя наша встреча в стенах Национального музея вызвана замечательным обстоятельством. Все мы прекрасно знаем, кто он, Алексей Егорович Загребин. Для меня он прежде всего коллега, этнограф, доктор исторических наук, профессор. И недавно вышла очередная его монография, книга, которая посвящена финно-угорским исследованиям в России. И я считаю, что это замечательный повод нам сегодня поговорить и в большей степени, может быть, поговорить о содержании этой книги, о самой развитии науки этнографии, какой вклад внесли этнографы прошлого в музееведение, чем мы пользуемся и сегодня. Поэтому, Алексей Егорович, вот прежде всего, что мне заинтересовало, в этой книге описана научная судьба, скажем так, 4 выдающихся финно-угроведов, этнографов прошлого. Вот чем обусловлен именно вот такой выбор? Во-первых, мне хотелось бы отметить одно обстоятельство. Историей науки занимаются многие. Но не так часто история науки становится предметом научного исследования на всю жизнь. О, да, действительно. У меня случилось именно так. И наш общий учитель, профессор Владыкин, часто нам повторял одно обстоятельство, что должно быть несколько тем. Одна главная тема, 2 или 3 сопутствующих. Наверное, так у каждого из нас и получилось. У меня главная тема – это история этнографии. Я начинал с истории этнографии удмуртов и постепенно пришел к более широкому дискурсу, потому что история этнографии удмуртов рассматривать без финно-угорского контекста, особенно в досоветский период, это неправильно, и по большому счету бессмысленно. И когда писалась одна диссертация, затем уже вторая, я понял еще одно. Те люди, о которых я пишу, были хорошо знакомы друг с другом. Они ездили по одним проселочным и железным дорогам, они жили в одних и тех же гостиницах, они встречались с одними и теми же людьми. И даже информанты у них часто были одни и те же. То есть они были современники, но не конкуренты на этом поле? Они не были конкурентами, потому что каждый из них работал мало того, что в своей стране, в своем круге научном, но они активно взаимодействовали, находя те точки, которые помогали им легче пройти по этим дорогам. Они были в переписке, они встречались, когда очно, когда заочно с помощью своих книг, критиковали друг друга, писали рецензии, не всегда благожелательные, но тем не менее уважительно относились друг к другу. И я с огромной благодарностью опять обращаюсь к нашему учителю Владимиру Емельяновичу за ту метафору, его благодарю, которую он высказал при прочтении рукописи этой книжки. Он сказал, знаете, это напоминает 4 ножки стола. То есть вот эти 4 этнографа, они как 4 становых таких колонны, на которых покоится основание финно-угорской этнографии. Они друг без друга могли, жили бы прекрасно, но когда они собираются вчетвером, образуется уже Джек. А вот Джек Вилын – это уже что они сделали. Да, у меня, честно говоря, тоже такое возникло впечатление по прочтению книги, что действительно вот они очень хорошо дополняют друг друга, и та вот палитра исследований, которые они провели, действительно она создает очень хорошее такое научное полотно. Давайте тогда поближе познакомимся с этими кто людьми. Эти люди? Что, собственно, эти люди? Кто же они? Это 2 финских исследователя, Аксель Олей Хеккель и Уно Тави Сирелиус, которого я еще в студенчестве читал. Помню его замечательную докторскую монографию на немецком языке о запорном рыболовстве финно-угорских народов. Это Иван Смирнов, как профессор из Казани, и их венгерский коллега Бернат Мункачи. Вот мы обычно привыкли, все-таки уже и выросло
вот то самое, наверное, третье поколение этнографов, которые, котором я тут здесь пишу. которые изучают преимущественно культуру своего народа. Здесь, конечно, более широкий контекст, и он из тех традиций прошлого, когда иностранцы приезжают изучать своих соплеменников, финно-угров России. И, конечно, вот можно ли, скажем, хотя бы вот показать, вычленить, исходя уже из нашей уже традиции третьего поколения, а какие интересные удмуртские материалы изучали вот эти люди? Что можно сказать, может быть, кратко о каждом из них? Вот первое, за что хотелось бы зацепиться, мы почему-то их называем, многих из исследователей, иностранными учеными. Особенно студенты первого курса, когда говорят «немецкий ученый Миллер», Герхард Фридрих, или «немецкий ученый Иоганн Готлиб Георгий». Я понял, ты про финнов. Конечно же, какие они немецкие ученые? Но никакие, я бы сказал, потому что в Германии они не считаются немецкими учеными. Это русские, российские ученые немецкого происхождения. Если говорить о наших героях, у них тоже непростая идентичность, судьба идентичности, и она связана в том числе с теми глубинными корнями, у каждого они свои. Если говорить об Акселе Олае Хейкеле, он родился вообще на Аландских островах. Аландские острова – это на 100% до сих пор шведоязычная часть Финляндии. Автономная провинция Финляндии с особым статусом. На тот момент, когда он родился в середине XIX века, Аландские острова действительно была абсолютно такая шведоязычная провинция, губерния отдельная Великого княжества Финляндского, которая была связана узами унии с Российской империей. Здесь очень сложный политический момент, какова была политическая структура и правовой статус Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Некоторые говорят автономия, некоторые говорят уния, но для меня ближе уния, потому что она именно связана с монархическими устоями. Император Всероссийский являлся одновременно великим князем финляндским. А юридически никак, по сути дела, не оформлены были отношения. Кстати, здесь точка соприкосновения наших научных тем, потому что я занимался в свое время тоже статусом аландов и понимаю, насколько там довольно сильная шведская идентичность. И даже это была спорная территория. И тем более удивительно, как у Хейкеля вот, возник такой особый интерес не просто к финской этнографии, но и к финно-угорским народам вообще. Абсолютно вы правы, Игорь Александрович. Потому что, родившись в шведской, абсолютно шведской инфраструктуре и духовной палитре, этот человек стал финном. Как он стал финном? Его отец был священником, пастором. А пасторы, лютеранские пасторы, как правило, имели в Финляндии и в других странах, где исповедуется эта религия, университетское образование. То есть уже изначально это был человек из университетской семьи, и его отец действительно до конца дней своих был таким центром притяжения интеллектуальных сил страны. В его доме потом, когда он уже служил в другом приходе на территории Финляндии, собирались профессора Хельсинского университета, тогда он назывался Императорский Александровский университет, в том числе профессор Даниэльсон Кальмари, профессор Юрио Коскинен. Это те люди, которые создали финноманскую партию, то есть национальную партию финского народа. Это было время такого подъема национального движения. Финноманская партия в 60-е годы становится политической силой, которая входит в Сейм. То есть это парламент Великого княжества Финляндского. То есть все политические разговоры, которые шли в доме, в том числе исторические, были на слуху юного Хейкеля. Но если заглянуть еще глубже, его настоящая фамилия Хейкеля. Типичная финская, да, они выходцы из северной части Финляндии, неподалеку от города Оулу, Уляборг, находится их родовое поместье Хейкеля, но по существовавшей традиции долгие годы в составе Швеции все люди, получившие образование в той или иной степени, будучи священниками, как правило, латинизировали, либо
шведизировали свою фамилию. По этому поводу даже есть известный финский анекдот о том, как сын крестьянина Кеттунина получил образование и стал Алапеусом. Потому что Кеттун по-фински лиса, а Алапеус по-латински лиса. Соответственно, здесь примерно та же фамилия. Был Хейкеля, стал Хейкель. Но, тем не менее, финскость сохранилась в их семье и возродилась вот в молодом Акселе. Кстати говоря, он был не единственным ученым человеком в семье. Его младший брат стал известным археологом. О, даже направление близкое. Да. И, по-моему, сам начинал как археолог, да? Да, действительно, в университете, когда Хейкель учился, он встретил уникального человека, хорошо известного до сих пор историкам этнографии и археологии Поволжья, Иоганн Рейнхольд Аспелин, который проводил раскопки в Приказании, в Сибири, Восточной и Западной, был его учителем. И поэтому Хейкель начинал свой жизненный путь именно как археолог. И долгие годы продолжал свои исследования на широком горизонте, вплоть до Карабагаз-Голсуна. Самые его известные раскопки были в Монголии, когда они искали вот те письменные памятники, именно когда на камнях были вырезаны древнетюркской, руническое квадратное письмо. Это отдельная строка, но как все-таки археолог стал этнографом. И здесь нельзя не упомянуть о такой удивительной и в то же время логичной системе, как студенческие союзы. Императорский Александровский университет был необычным университетом Российской империи, хотя он, как и Казанский, как и Московский, был императорский. А вот традиции в нем Но были традиции западные, в нем да? были немецкие. Да. Студенческие И союзы. студенческие союзы, корпорации, они составляли основу не только внутренней студенческой жизни, но и в том числе учебного процесса. И дом студенческих землячеств, который до сих пор в центре Хельсинки находится, он стал местом, где каждое землячество демонстрировало культуру своей провинции. Карельское землячество показывало свою этнокультуру, западнофинское свою и так далее. А поскольку Хейкель был родом с Оландов, он мог бы показывать культуру своих Оландских островов, но поскольку отец его переехал в Центральную Финляндию, он уже работал, что называется, со своими друзьями и коллегами из землячества, объединявших студентов, живших и происходивших из центральных областей страны. В экспедициях, в поисках артефактов проходили не просто летние каникулы, они даже часто сдвигались и на осеннее время. А затем студенты проводили выставки. И каждое землячество старалось как в наиболее выгодном свете показать ту родную для них сторону, которая была бы интересна не только им самим, не только выходцам из этой части страны, но и всем заинтересованным людям. Но нужно понимать, что очень это интересная время. форма презентации такая. Это было время национального и культурного подъема. То есть в другое время, наверное, это так бы не сработало. Но когда общество готово воспринимать этничность в разных формах, не только в литературной, не только в живописной, здесь мы можем и Гален Калил вспомнить, знаменитого, и многих других художников, работавших в национальном югенштиле. Но этнография стала таким образом жизни для студенческих корпораций. И из этих студенческих корпораций родился этнограф. Логика в этом есть, конечно. Он не оставил раскопки, не оставил археологию, но заинтересовался, а как можно связать этнографию с текстом. Мы все знаем, что великий эпос карело-финский Калевала – это текст, рунические стихи. Задача, которую себе поставил молодой Хейкель – проехать по Карелии, которая была и пограничная, и финская, и русская, и оланецкая, и архангельская, проехать и собрать те артефакты, которые могли бы проиллюстрировать текст Калевала. Это как такая историко-мифологическая Абсолютно. основа. То есть эпоса, вот текст, да? а вот и вещи. И после этого он понял, что он музейщик. У него было
еще и музейная история, да, соответственно? Абсолютно верно. Музей студенческих землячеств стал местом притяжения его научных интересов. И после этого всю свою жизнь он себя прежде всего отождествлял с музеем. Музей, и нужно понимать еще одно обстоятельство, в это время музейное дело находилось в тренде, как сейчас говорят, нордических музеев, прежде всего Нордиска музея в Стокгольме. Благо, что финляндские студенты регулярно выезжали в Швецию, столицу бывшей метрополии, и могли видеть, как Мантелиус, Рециус и Хильдебранд, ведущие шведские этнографы и музейщики и археологи, организуют Скансен, организуют Нордиское музей. Музей под открытым небом. Все это питало их энергию. Потом, когда Хейкель стал более взрослым, он отправился, естественно, в Петербург, столицу империи. Он посетил крупнейшие музеи России, затем Казань, и сравнил, как на Западе, как в России, и что можно взять лучшего. В Скандинавии, в Германии, в России. Для и не случайно, Финляндской республики, да, для может было еще, самое лучшее. Но это еще до история, республики, потому что его задумка, главная задумка его музейная, родилась уже в конце XIX века, когда он предложил финляндскому правительству организовать музей под открытым небом. Сейчас это практически центр Хельсинки. На острове Сеурасари находится музей под открытым небом под одноименным названием. Именно он был создан по инициативе Хейкеля, и он стал его первым директором и даже похоронен на территории музея под открытым небом Сеурасари. Но возвращаясь к удмуртским материалам, вот его удмуртские экспедиции. Его удмуртские экспедиции, они были очень кратковременными, потому что его главный интерес и его диссертация докторская была связана с народной архитектурой. Он 4 раза приезжал на университетскую стипендию в начале 80-х годов XIX века в Казань. Именно Казань была центром его поволжских экспедиций, и знакомство с этнической культурой удмуртов у него, к сожалению, ограничилось лишь только знакомством с жизнью мамадышских, то есть удмуртов, живущих на территории тогдашней Казанской губернии. То есть вглубь, тем более в Закамье, он не двигался. Но даже то, что он смог посмотреть на территории современного и Кукмарского района, Балтасинского района, это было в сравнительном плане интересно. Ну, Хейкель вообще, насколько я понимаю, он мастер и специалист как-то в области сравнительных компаративистских таких исследований материальной культуры. Он был классическим эволюционистом, да, можно сказать. Вот мы понимаем, о чем речь. Я даже такую аллегорию придумал. Что такое этнографический эволюционизм? Это когда у вас множество рыболовных крючков, начиная от каменных, заканчивая фабричными. И мы их выкладываем сериями, разделяем их по хронологии, по форме, по содержанию, и после этого делаем вывод, что изменилось с каменного века до сегодняшнего дня. Вот это классический эволюционизм такой материальной культуры. В духовной культуре такого не получится. А вот применительно к народной архитектуре они пытались это сделать с большим или меньшим успехом. А вот, может быть, немножко возвращаясь к Казани, если есть что-то добавить о Хейкеле, можете вы еще что-то сказать? Ну, вот, может быть, мы посмотрим на фигуру следующего героя вашей книги, Ивана Смирнова. Вот он-то, по-моему, вот у него не так много именно, собственно, компаративистских трудов, но он написал хорошие большие очерки о финно-угорских народах Поволжья. Так? Совершенно верно, но я бы предложил взглянуть именно на Казань. Хорошо. Роберт Джероси, американский историк, написал, на мой взгляд, очень качественную книгу, которая была посвящена окну на восток. Так вот, Казань – это окно на восток, которое притягивало это окно и ориенталистов со всего мира, и финно-угроведов, и археологов, и литературоведов. То есть это был город науки в полной мере.
Ну, в принципе, он и сегодня еще Но вполне тогда был один соответствует, но- университет. Да, Один да, да. университет на практически гигантскую территорию Восточной России. И этот университет объединял множество людей. И как Мункаче Бернат написал в своем письме, ко мне на квартиру заходили в гости сегодня Хейкель, был у меня Вольмар Порка, и они очень шумно обсуждали их взаимоотношения с Николаем Ивановичем Ильминским, директором Казанской нароческой семинарии. И причем у меня такая мысль появилась. Отношения были очень непростые. Очень непростые. У кого-то складывались отношения с Ильминским, у кого-то нет. У Хейкеля не сложились. И там даже описана была ситуация, что Ильминский очень обиделся, что Хейкель не пришел к нему в первые же дни своего приезда в Казань, а пришел лишь только по завершению экспедиции. И Николай Иванович демонстративно вышел в другую комнату и ожидал, когда Хейкель придет к нему Персонально. да? персонально. А Хейкель, недолго думая, вообще ушел. После этого Ильминский написал ему письмо по-русски, что прошу все-таки пожаловать, поговорить, на что Хейкель ему ответил письмом по-немецки. Интересная история. То есть вот что я хочу сказать. Не нужно делать иконописные образы из тех людей, которые жили, творили, и которых мы представляем только по фотографиям или по каким-то каноническим текстам. Это живые, сложные, непростые характеры, которые сталкивались, пересекались, иногда искрило, причем весьма серьезно. И в то же время возникает образ Казани такой, как достаточно поддерживающий интеллектуальную среду, многоязычную среду с очень разнообразными научными интересами. И, соответственно, она, наверное, была и привлекательна для Ивана Николаевича Смирнова, хотя он, кажется, тоже был из семьи священников, так ведь? Он мало того, что был из священнической семьи, села Арина, это территория современной Марийской республики, он еще был наполовину мариец. Вот я тоже думал, что, Да. кажется, его мать была, да, Мария? Нет, его отец был, Отец был марийцем, а мать была русской. И вот эта внутренняя дилемма очень серьезно повлияла на его жизненный путь. Потому что его старший брат, как и отец, говорили по-марийски. И старший брат, тоже выпускник Казанской духовной семинарии, даже составил марийско-русский словарь. Иван же Николаевич решил, что он русский. И всю свою сейчас это дальнейшую очень карьеру типично. выстраивал именно как русский человек. Не случайно одна из его работ, она так и называется «Задачи обрусительной политики». И это повлияло в том числе на его позицию в ходе известного Мултанского дела, когда, по сути дела, его блестящая карьера пошла под откос. Даже так, да. В общем-то, многие, особенно из историков местных, удмуртских, знают об этом эпизоде в жизни Смирнова, но в меньшей степени, конечно, известно о его заслугах, собственно, что вот он сделал для финно-угорской этнографии. Иван Николаевич Смирнов сделал главное. И это не моя даже мысль, это мысль его оппонента. Дело в том, что предшественником Смирнова в Казани, секретарем Общества археологии и истории этнографии при Казанском университете был Стефан Кирович Кузнецов, уроженец города Малмыжа, известный российский этнограф, который уехал работать в Томский университет в 1885 году и 18 лет проработал в Западной Сибири. Смирнов пришел уже на насиженное место, подготовленное место Кузнецовым. Но они были радикально, порой весьма радикально настроены друг к другу. Критика Кузнецовым работ Смирнова достойна исследования, отдельного исследования. В чем же Кузнецов обвиняет Смирнова? В схоластике, в схематизме, в приверженности британскому эволюционизму и социологическому методу Спенсера в ущерб этнографической работе. То есть с точки зрения Кузнецова Смирнов поверхностен. Его знание этнографии – книжное знание. Его экспедиции, которых было на самом деле не очень много,
ну, тогда было принято называть экскурсиями. Ага. То есть с точки зрения Кузнецова это экскурсант, который выехал один раз, после этого через год появляется книга. И Но при действительно, этом он хорошо знал историографию. он много великолепно читал, да? знал историографию, раз. Во-вторых, это был высоко эрудированный ученый, он прекрасно разбирался в британском эволюционизме. И потом я понял, что у него был эпизод еще с южнославянскими даже языками. Но он да? начинал как славист. Но это тоже, в общем-то, Он показательно. начинал как славист, и его О докторская способностях диссертация, его, она построена на изучении венецианских и рагузских архивов. Он пришел в этнографию очень поздно, уже ему было более 30 лет. Причем пришел весьма необычным образом. Он понял, что заниматься южными славянами в Казани очень непросто. С точки зрения источников. С точки зрения да. источников. Да. Каждый год университет не будет отправлять тебя На экскурсии. на экскурсии в Венецию. А материал этнографический, вот он. Вот буквально выезжаешь из Казани и в ближайшую деревню удмуртскую, марийскую, чувашскую, вот он материал. И кроме того, он познакомился с одним интереснейшим человеком, который в эти же годы приехал в Казань. Михаил Веске. Михаил Петрович Это Веске, эстонец, да? эстонец, преподаватель финно-угорских языков в Казанском университете, блестящий знаток, конечно, филологических подходов к языку, его работы по славяно-финским сравнительным позициям не устарели по сей день. И когда они познакомились, они стали ездить вместе. Смирнов, Веске У и него отношения были лучше, чем с Кузнецовым. с Кузнецовым отношений, я бы сказал, не было вообще. А с Веске как-то у них сложилось, и третий их товарищ, Петр Владимирович Траубенберг, хранитель университетского музея отечествоведения, вот даже вот Даже так тут вот называлось. музейная тема. Музей отечествоведения. И вот втроем они совершали свои экскурсии к марийцам, к коми-пермякам, к удмуртам. Но в отличие от Веске и Траубенберга, после каждой экскурсии у Смирнова появлялась по монографии. Ну, это хороший Это говорит о трудоспособности, наверное. огромной трудоспособности и целеустремленности. То есть ничто не может пропасть бесследно. Любой материал, который есть, должен отобразиться в той или иной позиции его книги. И, насколько я понимаю, это была практически первая, наверное, монография об удмуртах, да? Именно вот такого объема, по такому масштабу описания, по историческим Но я каким-то все-таки выводам. склоняюсь к тому, что первая монография – это Макс Бух. Я чуть- она не позже, Дивотякин. да? Который я тоже читал Да. в студенчестве. Ну, понятно, что если говорить о научных трудах, то где-то Макс Бух и Смирнов, они были, Они современники. они уже современники. Другое дело, что Смирнов – это Казань, Макс Бух – это Ижевский завод. Что интересно, прошу прощения, Макс Бух после того, как закончился его контракт старшего врача Ижевского оружейного и сталеделательного завода, он был уроженцем Эстонии, кстати Да, говоря. да, он был Он окончил, эстонский да, немец, да. Дербский университет. И куда же он делся? А он никуда не делся. Он перевелся полковым лекарем в Вельманстранский драгунский полк, расквартированный на территории Великого княжества Финляндского. тоже в России. И стал финским ученым. Причем он скопил определенную сумму денег, приобрел санаторий и считается одним из основателей финской курортологии. Вот этого я не знал. Хотя вот я читал его работу, знал, что он работал доктором. А свои удмуртские материалы он передал Хейкелю. И Хейкель принял удмуртскую коллекцию Макса Буха уже в будущий национальный музей Финляндии. Вот насколько, оказывается, мир Они такие все знали друг научные, друга. Так. И завершая о Хейкеле, Бухе и Смирнове, для меня вот эта близость стала понятна в 1999 году, когда я приехал на стажировку в Национальный музей Финляндии, в маленькой библиотеке сидел, читал, и пришла куратор финно-угорского отдела, моя учительница Ильдика Лехтинен, и сказала: «Я сейчас отлучусь, пришла внучка Хейкель». Замечательная история. И принесла его личные вещи и материалы. И пришла действительно пожилая уже женщина, и очень быстро они говорили. Меня представили, я понял, что вот у меня диссертация Хейкеля открыта. Интересно. Это очень близко.
И возвращаясь к Смирнову, все-таки вот Алексей Егорович, как ты считаешь, вот он ведь так и не отказался вот от этой своей доктрины, идеи о возможности человеческих жертвоприношений удмуртов. Вот это с чем вот его связано? С его убежденностью или то, что мы сейчас называем упертостью, или какой-то недопониманием ситуации? Или может он был все-таки очень принципиальный человек и считал, что те выводы, к которым он пришел в результате своей работы, они представляют собой истину? Мне кажется, что здесь сошлось все. В том числе и идентичность. Вопрос идентичности. Вот о чем мы начали, да? Потому что когда тот же самый Кузнецов в 1904 году, когда скончался, в очень молодом возрасте профессор Смирнов написал некролог. Тот человек, который всю жизнь с ним спорил. И в этом некрологе Кузнецов, на мой взгляд, очень точно схватил, что сделал Смирнов. Смирнов систематизировал все, что было сделано до него. Это главная его заслуга. Это практически какой-то научный этап. Он подвел определенную черту. Дальше можно было подниматься. Что еще с точки зрения Кузнецова сделал Смирнов? Смирнов не смог перешагнуть через свое «я». Когда человек понимает, что он не прав, он стоит перед выбором. Либо сказать: да, я пересматриваю какие-то позиции и готов идти дальше, либо я стою на своем, хотя, конечно, в душе понимаю, что, наверное, где-то что-то вот уже не так, если все против меня. Я не могу быть один прав, когда все вокруг говорят, что это по-другому. Логично. И это, может быть, и послужило определенной проблемой внутренней, которая так трагически завершилась для меня. Вот, Юрий Александрович, я думаю, что на первое время, на первый раз нужно нам тоже приостановиться. Потому что два замечательных человека, два интереснейших этнографа, Уно Сирелиус и Бернат Мункачи, пусть останутся на следующий раз. Да. Потому что это немножечко уже другой этап. Это выход в 20 век. Для меня Смирнов и Хейкель – это все-таки люди долгого 19 века. Сирелиус и Мункачи – это люди 20 века, люди модернизации, люди убыстряющегося времени. Те еще на санях, эти уже на автомобиле. Хорошо, то есть мы остановимся на полпути. У нас есть еще замечательный повод, чтобы встретиться и обсудить судьбы еще двух, я не побоюсь этого слова, великих этнографов, финно-угроведов. А сегодня мы с Алексеем Егоровичем Загребиным на экспозиции Национального музея Удмуртской республики обсудили некоторые сюжеты из новой книги Алексея Егоровича «Очерки истории финно-угорских этнографических исследований в России». Ждите продолжения. Всего доброго.